Это телеканал Якутия-24. С вами Влад Давыдов и итоги дня. Смотрите сегодня. Оценить последствия и ход работ в Якутск прилетел замглавы МЧС России Павел Барышев. Все ли в порядке с вопросом выплат гражданам и завозом материалов? Успеть до зимы в селе Тополиное Тампонского района строят новую котельную на жидком топливе. Нет ли проблем с финансированием, когда объект введут в работу? Обратный отсчет до республиканского праздника Исэ-Халонхо в Алдане осталось 2 дня. Какова готовность к встрече гостей и началу большого праздника? Одна в поле воин. В Ингринской школе Нерынгринского района 11 класс окончила только одна выпускница. Как так вышло и каково это учиться в классе одной и в одиночку сдавать ЕГЭ? Новый этап для выпускников в Мирнинском политехническом институте заработала приемная комиссия. По каким направлениям идет набор, какие из них считаются востребованными? Самый ожидаемый фильм в истории Якутии. Продолжают снимать масштабную киноленту «Тыгын Дархан». Над фильмом работают лучшие из лучших. На какой стадии сейчас находятся съемки? Тайным голосованием на конференции Якутского регионального отделения партии «Единая Россия» кандидатом на должность главы республики выдвинут Айсен Николаев. За него проголосовали 90 делегатов. Ну а 6 делегатов разделили поровну голоса за Александра Сусоева и за Валерия Лютова. На этой конференции избрали секретаря Якутского регионального отделения партии. 92 делегата из 98 отдали голоса за Сахамина Афанасьева. К другим темам: создание еще одной территории опережающего развития планируется на северо-востоке Якутии. ТОР будет нацелен на мультипликативный эффект для экономики региона. Создание новой территории опережающего развития потребует привлечения десятков миллиардов частных инвестиций. Об этом сообщил сегодня в программе «Актуальное интервью» на нашем телеканале исполняющий обязанности председателя правительства Владимир Солодов. Мы будем этот вопрос завтра обсуждать с министром по развитию Дальнего Востока Российской Федерации Александром Александровичем Козловым. В общей сложности в этот регион планируется привлечь 27 миллиардов частных средств и создать более 1700 рабочих мест. Для того, чтобы проекты стартовали быстрее, будет создан режим территории опережающего развития, который дает налоговые льготы и иные преференции. Но инвестиции нельзя оценивать только по количеству, нужно также принимать во внимание качество инвестиций. Тот мультипликативный эффект, который возникает в результате создания рабочего места. И здесь он впрямую связан с уровнем передела и с высокотехнологичностью тех процессов, которые реализуются. Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино посетили парк футбола чемпионата мира на Красной площади в Москве. Они осмотрели спортивно-развлекательные площадки парка, посетили павильон, где выставлен кубок чемпионата, главный трофей мирового турнира. Путин и Инфантино дали старт дружескому матчу с участием легенд мирового футбола. Победители чемпионата мира 2010 в составе сборной Испании вратаря Икера Касильеса и защитника Карлеса Пуйоля, также бывших игроков сборной России Алексея Смертина и Дмитрия Булыкина. Также принимали участие юные игроки футбольного клуба «Тотем», в состав которого входят воспитанники детского дома номер 1 города Красноярска. Перепасовка. И вот сейчас удар поворотом и замечательный прыжок голкипера. Алроса предлагает болельщикам чемпионата мира выбрать имя для самого крупного алмаза. Этот камень массой 76,5 каратов станет ядром футбольной коллекции алмазов специальных размеров, которая будет продана на аукционе в Москве. Напомню, кристалл октаэдрической формы с желтоватым оттенком был добыт на трубке «Интернациональная» в марте этого года. Компания уже объявила открытый конкурс на лучшее футбольное имя, победитель которого получит билет на финальный матч чемпионата мира.
Предложения болельщиков принимаются на сайте diamondsofrussia.ru. В Якутск прилетел замглавы МЧС России Павел Барышев. Он посетил Амгинский район, который больше всех пострадал во время весеннего наводнения. Делегация оценила последствия паводка и ход восстановительных работ. Какова ситуация на сегодня и все ли в порядке с вопросом выплат гражданам и завозом стройматериалов? Репортаж нашего корреспондента Дмитрия Тымырова. Это лето у жителей Амгинского района не такое, как обычно. Все силы УЛУСа направлены на ремонтно-восстановительные работы. Последствия стихийного бедствия масштабные. Были размыты дороги, оборваны линии электропередач, потоплены дома. Теперь амгинцы меняют и просушивают полы, фундаменты зданий, а кому-то и вовсе предстоит строиться заново. Вот подъем, такая трещина, там вода, ага. И вот видите, какая вот вообще обвал пошло. И туда там тоже. Трещина до самого. Там... Вот и забор идет. Замминистра МЧС России сразу по прилету направился в село Промкомбинат. Это окраина Амгина и более серьезно пострадала во время паводка. Здесь Павел Барышев осмотрел дома и поговорил с жильцами. Здесь тоже пытались откачивать, она не уходит. Отопление, вопреки распоряжению главы, перестали подавать в дневное время. Уже 20 мая. Павел Барышев рекомендовал руководителям жилищно-коммунальных служб возобновить подачу тепла. Только так жильцы смогут просушить дома и свои вещи. Между тем, жители села отмечают, что выделенных средств на ремонтно-восстановительные работы не хватает. Я одна прописана, 25 тысяч, потому что у меня муж прописан в Амге, а я одна поэтому 25 тысяч только получила. Пила генератор, почувствовала, что почти месяц без света. На сегодня чуть менее 700 жителей подтопленных домов получили субсидии из республиканского бюджета. В целом это 12 миллионов 845 тысяч рублей. По второму списку республиканского бюджета заявку на 1041 мы сделали. Ждем распоряжения правительства для выплаты граждан. Также у нас порядка 150 граждан остались через суд, то есть они будут признаваться в суд. Также комиссией решено 644 человека на федеральное финансирование. В Амгинском районе оценка ущерба составила более 62 миллионов рублей. Сейчас восстановительные работы продолжаются. Однако, по словам руководства района, не на все хватает материалов. По подсчетам, которые по заявкам, по заявкам нам нужно 17 тысяч кубов пиломатериалов и 59 тысяч кирпичей. Несмотря на все проблемы, многие амгинцы своими силами восстанавливают жизнь на селе. Им в этом помогают студенческие стройотряды. 1 июля в район прибудут еще дополнительно 8 отрядов. Заместитель главы МЧС России Павел Барышев порекомендовал спасателям присоединиться к ним и отправить своих людей на помощь, чтобы ускорить процесс восстановительных работ. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Амга, Амгинский район. В самом отдаленном оленеводческом селе Тополиное Тампонского района строят новую котельную на жидком топливе. Работу планируют завершить уже в сентябре этого года, но это только при условии бесперебойного финансирования. Из Хандаги передает наш корреспондент Нина Ханарова. Осенью 2017 года в оленеводческом селе Тополиное начато строительство новой котельной на жидком топливе. Заказчик по дополнительному соглашению к контракту ГКУ «Служба единого госзаказчика Республики Саха-Якутия». Подрядчик ООО «ГАЗ-Электромонтаж». Мощность котельной 8 мегаватт, общая стоимость чуть более 42 миллионов. На протяжении 3 месяцев субподрядчики выполняют монтажные работы. На сегодняшний день уже устанавливали теплообменники, котли, насосы, все готово. Отопление, внутрь котельни, срезали ворота, двери. Готово уже 2 емкости, останется обшивку делать. На сегодняшний день есть все возможности сдать котельную в срок при нормальном финансировании, однако деньги поступают нерегулярно, поэтому работники участка ЖКХ села Тополиное параллельно ведут ремонтные работы на старой котельной. Котлы, можно сказать, уже все готовые, промыты, прочищены. Обмуровка котла ДКВР идет. Насосная группа уже, можно сказать, тоже закончили. Уже осталось дымососы, топливные насосы, ревизию делать.
В этом году, как никогда, вовремя идет завоз жидкого топлива Сахаспецтрансом. Завезено уже 650 тысяч кубов горючего, почти все емкости заполнены. Осталось выполнить примерно 5 рейсов. В конце месяца из Хандыги должен прибыть сварщик, чтобы осуществить замену зимних порывов на теплотрассах, и тогда можно смело вступать в зиму. Нина Ханарова, Мария Винокурова, Тампонский район. Энергетики ведут реконструкцию ЛЭП в 17-м квартале города Якутска. Жители этого района постепенно переводят на новую линию электропередачи. Однако для того, чтобы работы завершились качественно и быстро, нужно, чтобы жильцы откликнулись на призыв Якутскэнерго. О чем идет речь? Сюжет Анастасии Кобызевой. Линии электропередачи по улицам 8 марта, Дальняя и Песчаная были построены еще в 70-х годах. В этом году район наконец попал под программу реконструкции. Подготовительные работы начались зимой. Были установлены деревянные опоры с железобетонными приставками. А в данный момент энергетики проводят работы по монтажу новой воздушной линии. Сейчас у нас идет допуск бригады ЯРК, Якутская энергоремонтная компания. Они осуществляют сейчас перевод нагрузки на новую линию. Так, мы сейчас допустили бригаду на работу, оградили рабочее место. В плане безопасности заземлили линию и допустили. Сейчас они будут производить перевод нагрузки. Также проведена реконструкция подстанции «Дальняя» мощностью 250 киловатт и построена дополнительная «Песчаная» мощностью 160 киловатт. Все это должно стабилизировать подачу электричества в жилые дома этого района. Однако необходима поддержка со стороны самих потребителей. Включено по этим линиям 101 дом. На текущий момент мы переключили уже 55 домов и еще предстоит остаток переключить. Поэтому я обращаюсь к собственникам, жителям домов, для того, чтобы обеспечили доступ к электроустановкам в этих домах для переключения на новую линию электропередач. Помимо этого, после подключения на новую линию жильцам необходимо подойти в приемную Центрального района электрических сетей Якутскэнерго для оформления технических условий. Нужно предоставить следующие документы. Копии документов, подтверждающих право собственности, копия адресной справки, контактные данные собственника объекта, копия ранее выданных справок и актов, техусловия, акт раздела границ, акт об осуществлении технологического присоединения. Работы планируют завершить в течение месяца, но во многом это будет зависеть от того, насколько жители готовы сотрудничать с энергетиками. Анастасия Кобызева, Григорий Охлопков, Якутск. 29% обладателей дальневосточных гектаров решили заняться сельским хозяйством. В него входит и животноводство, и разведение растений. Примечательно, что наиболее заинтересованы в ведении сельского хозяйства получатели земли в Якутии – 37% от общего числа заявителей. С небольшим отрывом следует Амурская область – 36%. Сейчас по программе «Дальневосточный гектар» подано почти 119 тысяч заявок. Более 40 тысяч граждан России уже получили свои земельные участки в пользование. Лидеры по числу поданных заявлений – Приморский край – 47 тысяч, Якутия – 20 тысяч и Хабаровский край – более 17 тысяч заявлений. С 1 июля госслужащие будут получать зарплату только на карту МИР. Кроме того, на эту карту будет поступать денежное содержание, вознаграждение и довольствие госслужащих, а также стипендии. Отметим, что предпринять указанные шаги пришлось после того, как 4 года назад американская администрация приняла решение о введении санкций против России и в том числе потребовала заблокировать операции международных платежных систем ряда кредитных организаций. А Россия в ответ приняла решение о создании национальной платежной системы карт. Сейчас короткая реклама, буквально минута. Оставайтесь с нами, смотрите во второй части итогов дня. Одна в поле воин в Янгринской школе Нерюнгринского района 11 класс окончила только одна выпускница. Как так вышло и каково это учиться в классе одной и в одиночку сдавать ЕГЭ? Обратный отсчет до республиканского праздника Ысы Халанхо в Алдане осталось 2 дня. Какова готовность к встрече гостей и началу большого праздника?
самый ожидаемый фильм в истории Якутии. Продолжают снимать масштабную киноленту «Тыгын Дархан». Над фильмом работают лучшие из лучших. На какой стадии находятся съемки? Через ямы, горы, грязь и болото в Ленске впервые прошли экстремальные соревнования. Гонка сильнейших. Как справились участники с полосой препятствий? Это «Якутия-24», прямой эфир, Влад Давыдов и программа «Итоги дня». Мы продолжаем эфир. Мирнинцы получили награду за звание одного из лучших моногородов России. С приятной миссией для вручения и поздравления в столицу Алмазного края приехал президент Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов. Как отметил глава города Мирный Клим Антонов, высокое звание достигнуто совместными усилиями местной власти и активных горожан. Напомним, что в июне Фонд развития представил десятку лучших моногородов России, куда вошел и город Мирный. Десятку лучших выбирали из 319 городов страны. При отборе учитывали 19 показателей, включая результаты реализации программы, 5 шагов благоустройства, активность взаимодействия с федеральными институтами развития, создание новых рабочих мест вне градообразующих предприятий, повышение предпринимательской активности и многие другие показатели. Конечно, моногорода очень разные. Самый большой моногород у нас – это Набережные Челны, это почти 800 тысяч. Самые маленькие моногорода – это фактически поселки по 800 и даже меньше человек, поэтому условия в них очень разные. Но, тем не менее, многие моногорода подали свои заявки на участие в этом конкурсе, и поэтому количество претендентов было большое. У многих моногородов ситуация меняется в лучшую сторону, и в этом смысле жюри было непросто определить этих победителей. Студенты, юристы СВФУ могут пройти обучение во Франции. Такую возможность предоставил грант по академической мобильности Erasmus+. Обучение могут пройти выпускники и магистранты второго года обучения. Такой же конкурс в течение года объявят среди первокурсников 2019-2020 учебных годов. Оно пройдет в университете Версаль, Сен-Кантен-Ан-Ивелин. Сотрудничество с французскими юристами пройдет по 3 направлениям: право окружающей среды, медицинское право и туристическое право. Ну а в Мирнинском политехническом институте заработала приемная комиссия. По каким направлениям там идет отбор, какие из них считаются наиболее востребованными и каковы преимущества филиала СВФУ в Алмазном крае? Репортаж нашего корреспондента в Мирном Марианны Кутуковой. Приемная комиссия Мирнинского политехнического института начала работу 20 июня. В этом году набор абитуриентов идет по 8 основным направлениям подготовки. Научное обучение – это прикладная математика и информатика, электроэнергетика и электротехника, нефтегазовое дело, горное дело и филология. Также есть направление на заочную форму обучения, как экономика и педагогическое образование. Я поступаю на горное дело, потому что Якутия является промышленным регионом. Есть перспективы, хочу получать достойную зарплату. Учиться этому делу в Мирном для меня удобно, так как я сам из Сунтарского улуса. Одним из самых востребованных направлений в институте является нефтегазовое дело. И это неудивительно. Сегодня на территории Мирнинского района свою деятельность ведут 11 недропользователей. В этом году институт совместно с дочерней компанией Роснефти Тасюряхнефтегазодобыча открыла базовую кафедру нефти и газа. Студенты этой кафедры целенаправленно проходят практику на промышленных объектах компании, а выпускники уже получили распределение на трудоустройство. Конечно, есть опыт, то есть можно начать заниматься научной деятельностью, то есть все условия для этого. И я ездил в разные конференции, в Иркутск, в Питер, ездили на месторождение в Тасюрях и в Росгаз. Тесное партнерство с недропользователями, новый светлый корпус, общежитие, современная материально-техническая база – все это сегодня позволяет готовить только конкурентоспособных специалистов. Вот буквально в феврале месяце у нас состоялся очередной выпуск специальности «Горное дело». И вот уже менее полгода прошло, и я знаю, что ребята уже работают даже инженерами и исполняющими обязанности даже уже мастеров участков выполняют. В целом
трудоустраиваются у нас по горному делу в акционерную компанию «Алроса» в основном. И, в принципе, у нас трудоустройство по специальности очень высокое, составляет до 85%. В этом году в Мирнинском политехническом институте выделено 130 бюджетных мест. При этом наибольшее количество предусмотрено в горном и нефтегазовом деле. Прием документов на очную форму обучения будет идти до 26 июля, на заочное до 31 июля. Документы абитуриентов также принимают в приемной комиссии Северо-Восточного федерального университета в Якутске. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный. 350 волонтеров будут задействованы на международных интеллектуальных играх. Как сообщили в Минмолодежи, кампания по отбору началась еще весной. Отбор пока прошли человек 200. Собеседования продолжаются. Помимо представителей региона, на играх будут работать волонтеры из Сахалинской и Амурской областей. Всех добровольцев обеспечат трехразовым питанием, экипировкой и проживанием на базе общежития ЯГСХ. В Янгринской средней школе Ниренгринского района состоялся своеобразный рекорд. 11 класс окончила только одна выпускница. Дело в том, что почти все ее одноклассники после 9 класса пошли получать среднеспециальное образование. Каково это учиться в классе одной и в одиночку же сдавать единый госэкзамен? Сюжет Елены Железняковой. Александра Семенова – единственная выпускница Янгринской средней школы. Активная участница ансамбля ЮКТ и всех мероприятий оказалась очень стеснительной и об успехах в учебе ЕГЭ говорит скромно. Так получилось, что многие одноклассники Александры после окончания 9 класса решили продолжить обучение в колледже. Последний год учебы в школе для прилежной ученицы выдался очень удачно. Целых 14 учителей-предметников каждый день занимались с ней. Александра уверена, что в ее аттестате будут только хорошие и отличные оценки. Я приходила, как все ученики, училась до конца, 6 уроков сидела. Я в основном, меня уже делили, чтобы я сидела с 10-классниками, с 9-классниками. В основном я сидела одна на уроках. Будущую профессию выпускница выбрала по интересам. Она планирует поступать в Благовещенский институт по специальности дошкольное образование. Работа в детском пришкольном лагере «Дружба» – отличная возможность попрактиковаться перед поступлением. В последнее время тенденция ухода учеников из стен школ после 9 класса, к сожалению, набирает обороты. Страх перед ЕГЭ – одна из основных причин. И Янгринскую школу в прошлом году закончили 2 ученика. В сравнении с 2016 годом ситуация грустная, ведь тогда школу успешно закончили 7 учеников. Елена Железнякова, Лилия Ягудина, Нирингри. До республиканского праздника Ысы Халанхо в Алдане осталось всего 2 дня. В организации задействованы все структуры и подразделения района, не остаются в стороне и рядовые жители Алдана. Какова готовность встретить гостей к началу большого праздника? Сюжет Татьяны Вахниной. 7А. Под таким номером на выходных каждые 30 минут будет курсировать автобус от автовокзала до поляны Сывыки. Новый маршрут учрежден специально для гостей праздника Ысыах. Специально для празднования Аланхо мы открыли городской маршрут, который будет доставлять участников и гостей к площадке сюда. Вот у нас остановочка специально стоит. На поляне, где будет проходить праздник, строительство завершилось. Идут работы по благоустройству. После расчистки и отсыпки территории сюда прибудет каток. Сейчас уже с помощью наших и бюджетных организаций, и вообще горожан мы приводим территорию культурно-этнографического комплекса Сывыки в порядок. Общепит, дорожные службы, строительные компании, гостиничный сервис, сфера культуры, медицины и образования. В подготовке задействованы 1000 человек. Так или иначе, практически каждый участвует, каждая организация участвует в подготовке к празднику. К встрече гостей все готово. Прибытие первых делегаций ожидается в ближайшие часы. В общежитии Алданского политехникума подготовлены 3- и 5-местные комнаты. После проведенной реконструкции в столовой обустроен большой обеденный зал. Всего в период праздника Ысы Халанхо на базе нашего техникума разместится порядка 380 человек. Из них 350 они будут проживать в нашем общежитии и 30 человек в учебно-лабораторном корпусе.
Возможные форс-мажорные ситуации постарались предусмотреть сотрудники Алданской районной больницы. Составлен график дежурств врачей, в отделениях подготовлены палаты. Медицинские службы будут находиться на поляне в течение 2 дней праздника. Медпункты появятся и на трассах. Будет развернут полевой госпиталь, центр медицины катастроф. Так что все будут задействованы в обеспечении и безопасности, и охраны здоровья на празднике. В стороне не остался никто. Бремя организации праздника ИСАХ возложено на все предприятия и объединения района. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. В Якутии проходят съемки масштабной якутской киноленты «Тыгын Дархан». Над созданием фильма работают лучшие представители искусства, культуры и истории. Эпизоды снимали в разных районах республики. Сейчас идут съемки массовых сцен в местности Юсхатын. Репортаж Марферины Алексеевой. Историческая эпопея расскажет о родоначальнике хангалавского рода. Именно Тыгын Дархан в далеком уже XVI веке смог сплотить все племена и кланы, проживающие на территории современной Якутии. Фильм обещает стать не только самым масштабным в истории якутского кино. Это будет первая лента об истории народа Саха, над которой скрупулезно работают этнографы, археологи и историки. Они помогают воссоздать образ жизни, обычаи, быт и военное дело тех времен. Почувствовать себя, надеть доспехи легендарных воинов наших предков, да, и оказаться именно на том месте, где были именно наши предки, и почувствовать этот дух этой съемки. Ну и, конечно же, узнаешь много чего нового. Ходят, рассказывают о древних якутах, историю. Съемочная группа режиссера-постановщика Никиты Аржакова над фильмом работает уже 3-й год. В картине заняты самые востребованные деятели якутской киноиндустрии. Чтобы полностью погрузить зрителей в эпоху XVI века, пришлось искать нетронутые пейзажи по всей Якутии. Съемки уже затронули более 10 улусов. Фильм снимается на якутском языке. Также продублируется на русском языке. Предоставят титры на английском и китайском языках. Планируется, что в 2019 году Тыгын Дархан выйдет в большой свет. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Якутск. В Ленске впервые прошли экстремальные соревнования «Гонка сильнейших». Задача команд – преодоление 3-километровой трассы по пересеченной местности. Как справились участники с этой полосой препятствий? Репортаж коллег из Ленска. Хорошее настроение и счастливые лица участников. Они еще не знают, что ждет их на трассе «Гонки сильнейших». Последние приготовления, судьи расходятся по своим этапам. Старт соревнований дан. Пути назад нет, только вперед, через ямы, горы, кусты, грязь и болото. Протяженность трассы около 3 километров, всего 15 этапов. Итоговое время команды засчитывается по последнему пересекшему финишную черту. Поэтому тех, кто устал, брали на руки и несли к финишу. Команды готовы на все ради победы, а съемочная группа на все ради красивых кадров. Как теперь ощущения после гонки? В отпуск надо, в отпуск. Экшен лютый, задания здоровские. Девчонок жалко и обувь новую, а так все здорово. Еще вот такой конкурс. Отлично все, понравилось, хочу еще. Попозже только, когда отдохну. Ну, вообще, препятствия сложные были? Где самый сложный участок? Все было сложно. По-честному устал, как собака, как говорится. Полоса препятствий выматывала даже взрослых мужчин, что уж говорить о хрупких девушках. Но, как оказалось, хрупкие они только снаружи, а характер у всех боевой. Трасса мне понравилась. Но я, честно скажу, для меня это очень-очень такой серьезный уровень. И все-таки нужно готовиться довольно тщательно. Это, конечно, весело, игра, но это не лишенное спорта мероприятие. Сложнее всего пришлось представителям команды Ленского технологического техникума. Но их труды не пропали зря. Отвоевали на первой ступени пьедестала почета. За 2-3 место борьба была бескомпромиссной. Команды показали одинаковое время на финише, но все решила одна ошибка на этапе. Она не позволила коллективу Ленского предприятия тепловых и электрических сетей обойти соперника, а не третьи. На 2-м месте команда производственного управления «Алмаздортранс». Ленская ЦРБ на 4-м. Участники довольны, все живы, здоровы, все чисто одетые, кто успел переодеться.
Вот. То есть, в принципе, что мы хотели, мы от этого мероприятия получили. Пока отдыхали и приходили в себя, организаторы соревнования узнали мнение участников о трассе и решили, что в следующем году трассу усложнят. Добавят больше этапов, сделают препятствия еще сложнее. Будет еще больше адреналина, эмоций и улыбок. Вячеслав Пилипенко, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край». Это были итоги дня. Смотрите телеканал «Якутия-24» и будьте в курсе.